А в столице нашего региона продолжается чемпионат и первенство Дальнего Востока по кикбоксингу. Соревнования о памяти первого из Советского Союза чемпиона мира по этому виду спорта Александра Иванова собрали порядка 120 сильнейших кикбоксеров. В эти минуты проходят решающие поединки. На прямой связи с нашей студией находится Сарглана Федорова. Саргы, приветствую. Ждем от тебя подробностей соревнований. Приветствую, Сергей. Любители этого зрелищного вида спорта уже третий день наблюдают за яркими и красивыми боями. Соревнования идут активно, с использованием всего арсенала ударов. На ринге соревнуются спортсмены из Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, Амурской области и Якутии. Всего разыгрывают 32 комплекта медалей среди мужчин, юниоров, юношей и женщин. Команда нашей республики самая представительная, 40 мужчин и 40 юных спортсменов. Из них 30 человек вышли в финал. И традиционно сильными себя показали спортсмены из Приморья и Хабаровского края. И мы поговорили с участником из Приморья. Он рассказал о своих шансах на победу. Готовились, были сборы трехнедельные. У нас вся сборная Приморского края тренировалась. Ну, как бы неплохо подготовились, приехали. Почти полсборной в финалах. Боксируют, ну как-то так. А в прошлом году чувствовали? В прошлом году, да, тоже в этой же категории, в которой в этой 63,5. Да, тогда выиграл тоже. Наподобие, как в этом году то же самое. В прошлом году, получается, тоже с Приморским в финале был. Также в полуфинал прошел и с Приморским в финале был тоже. Выиграл. Вот как в этом году тоже получается. А спортсмены соревнуются в разделе К1. Это один из самых жестких видов кикбоксинга, который объединяет техники различных видов боевого искусства, как муай-тай, карате, тэквондо, традиционный бокс. И здесь, помимо прочих приемов, разрешен один удар в клинче коленом. И вот эти решающие финальные поединки определят сильнейших, и победители получат шанс попасть в сборную, которая поедет дальше на чемпионат и первенство России. Соревнования пройдут в апреле в Воронеже. Сергей? Саргы, спасибо. Я напомню, Сарглана Федорова в прямом эфире рассказала о финальных поединках чемпионата и первенства Дальнего Востока по кикбоксингу.